у меня образование французский как для иностранцев, а там в Хамагате есть сахо-французская школа. Каждый год они принимают француза, чтобы работать там на практике. И вот там так я попал в Якутию. Мгм. И как вам здесь? Ну, очень нравится, если честно, очень нравится. Конечно, холодно зимой и так далее, но очень нравится. Поэтому я уже третий раз летаю в Якутию. Да. Ну, когда я в Хамагате жил, это мне удивилось то, что там лошади живут на улице, а что они сами типа найдут и едут типа под снегом, да. Мне вообще страшно удивился. И ну практически все мне удивился сначала, типа как люди живут, как люди типа принимают лед на реке, чтобы пить эту воду. Все, сначала все здесь удивительно. А сейчас уже, я уже привык. Как вам наши студенты? У них хорошо получается с изучением французского языка? Ну да, обычно хорошо получается, да. Ну, конечно, есть и очень хорошие студенты, и очень, не очень плохие, но и не так, да. Но вообще, я бы сказал, что вот уровень нормальный, да, достаточно хорошо. А Да. русский язык вы изучали давно или вы здесь Здесь только, да, с вами только, здесь в Якутии. Мгм. русским языком? Да, когда в Хамагате жил, вообще не говорил по-русски. Ничего, привет, здравствуйте, такие слова легкие, но не говорил. А как вот вам изучить его было легко? Было очень трудно, но я в прошлом году там в СВФФУ, в другом здании, там в ГУКе, они предлагают бесплатные уроки русского языка для иностранцев, а я там сидел 3-4 месяца, когда у меня время было, а очень помогло, очень помогло. Теперь свободно владеете практически, да? Нет, не свободно, но когда легкие вопросы такие, можно свободно, но трудно, например, читать литературу, трудно читать иногда. Скоро здесь откроется Альянс Францез, это будет французская школа здесь в Якутии, а может быть было бы очень интересно работать там, помогать, открывать эту школу.